Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина, и сегодня мы с вами погадаем в парке на такую замечательную тему, какими будут ваши отношения с загаданным человеком в ближайшем будущем, то есть как продолжатся ваши отношения с человеком. И гадать я буду с вами на Таро Нишикигои. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, у нас будет с вами 3 карты, 3 позиции. Первая карта покажет ваши отношения в данный момент. То есть, насколько какими видят высшие силы ваши отношения. А дальше уже будем смотреть. Итак, я выкладываю, на стол 3 карты, 3 позиции. И вам нужно выбрать, первая, вторая или 3 позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, первая карта показывает ваши отношения в данный момент. И это у нас с вами 7 мечей. 7 мечей вот в этой колоде показывает, что карп лавирует среди мечей по реке, по ручью или по озеру. Что это значит? Как будто бы отношения требуют каких-то хитрых ходов. В отношениях в прошлом мог быть обман или даже предательство, или подстава со стороны третьих лиц. Карта показывает, сейчас вы неуверенно чувствуете себя в данных отношениях. И из-за этого, конечно, идут некоторые проблемы. Вы не совсем доверяете своему партнеру или партнерше. И, конечно же, я считаю, что раз отношения такие, то они требуют доработки и, конечно же, дополнительного доверия, а может быть даже разбора у психолога. В любом случае и партнер или партнерша может не доверять вам. Хорошо, давайте, смотреть с вами дальше. Сейчас мы посмотрим, что этот человек чувствует к вам. Что этот человек чувствует к вам. Так, я немножко поправлю камеру. Минуточку. Что этот человек чувствует к вам. А лучше так, наверное, тасовать, Итак, его чувства. И тут у нас с вами, 9 пентаклей. 9 пентаклей – это карта, показывающая то, что человек немножечко гордится так в отношениях. То есть он считает себя самостоятельным, самодостаточным, но при этом он собирает информацию о вас идут какие-то ему новости, кто-то ему рассказывает, что-то о вас говорит. С другой стороны, ему, конечно, и хочется о вас знать побольше, информацию собрать, но он не подает или она вида перед вами и пытается, наоборот, изобразить кого-то такого прям классного, что я лучше других, я лучше всех. Карта показывает несколько эгоистичное отношение и больше себялюбие такое. Но почему? Это защитная реакция. То есть человек совершенно не хочет, чтобы им, допустим, как-то пользовались, проявляет такую самодостаточность и отделенность или даже уход в себя. Именно потому, что боится открыться и боится, чтобы его душу кто-то растоптал. Поэтому человек и вам не доверяет, Но на самом деле внутри человеку хотелось бы быть ближе с вами. Именно поэтому человек узнает про вас какую-то больше информацию и с кем-то вас обсуждает, понимаете? Хорошо. Что человек думает про ваши отношения? Какие у этого человека мысли про ваши отношения? И тут у нас с вами 5 кубков. 5 кубков – это карта, показывающая то, что человек думает, он вас разочаровал уже много раз, он немножечко так в тупике, может быть, и вы разочаровывали в ответ этого человека. Он печалится по поводу этих отношений и несколько в таком каком-то состоянии, апатии. Может быть, даже он оплакивает прошлое этих отношений, когда, в принципе, было больше доверия,
и было гораздо лучше. Но видно здесь, что ваши отношения несколько травмированы, и они, в принципе, травмирующие. Почему? Потому что я вижу здесь, что, да, человек внутри вроде как расположен и чувствует с вами духовное единство, но, с другой стороны, много уже потеряно. И потеряно и времени, и потеряно доверие и сил. И это все восстанавливать человек считает, очень-очень сложно. Понимаете? Каких бы человек хотел с вами отношений? Давайте посмотрим. Каких бы он хотел с вами отношений? Так. И здесь у нас вышла карта «Звезда». Звезда показывает, что человек хотел бы светлых отношений. И причем даже не против восхищаться вами, но если бы вы блистали. Карта показывает, что человек просто нуждается в том, чтобы вы прихорошились, даже если вы мужчина. Чтобы вы были на позитиве, чтобы вы верили больше этому человеку, и чтобы вы верили в сами отношения. Человек мечтает, и хотел бы, чтобы эти отношения были похожи на его мечту. То есть на самом деле есть желание улучшить эти отношения со стороны этого человека. И он даже вот как будто желание Богу, Вселенной загадывает, чтобы отношения действительно наладились. Хорошо. Ну и как продолжатся теперь ваши отношения? Давайте узнаем. Как же продолжатся ваши отношения? И здесь мы видим рыцаря жезлов. Вы знаете, рыцарь жезлов – это довольно яркие отношения. Отношения могут продолжиться в скором времени и очень активно. Между вами есть притяжение и страсть. Рыцарь жезлов показывает инициативу со стороны мужчины. Поэтому, если вы мужчина, вы будете действовать, а ваша дама будет вам отвечать. Если вы женщина, мужчина может проявить к вам инициативу, и отношения вот прям поскачут вперед. Но не ждите пока сильно серьезных отношений, даже если ваш муж или жена. Почему? Потому что здесь нужно наладить именно яркость и страсть в отношениях, чем вы и займетесь, скорее всего. Вот. И будет много разговоров, возможно, совместные путешествия и добавление энергии созидания в эти отношения. Вот я считаю, что это, в принципе, неплохая тактика. Конечно, если это не супружеские отношения, пока не рассчитывайте, что человек там на вас женится или выйдет замуж, но, по крайней мере, человек будет не против того, чтобы продолжать общаться и вместе развлекаться, да, и быть вот на позитиве. Ну, вот такой ответ по первой позиции. А мы переходим с вами к позиции номер 2. Итак, первая карта показывает ваши отношения в данный момент. Какие они? И здесь мы видим 8 жезлов. Карта 8 жезлов показывает яркие отношения. Но люди при этом очень реагируют друг на друга. Это позитивные отношения, но люди могут ревновать, могут психовать на каждую мелочь. И на самом деле очень важны друг другу. Отношения могут развиваться очень быстро. Или тогда, когда вы познакомились, вы очень быстро поняли, что у вас есть друг к другу притяжение, почувствовали это как молнию. Здесь на карте мы видим 3 рыб, поэтому в отношения теоретически может даже кто-то вмешиваться. Но на самом деле данный человек и вы испытываете друг к другу настолько накаленные чувства, что вам вряд ли хочется замечать еще кого-то. Если только для того, чтобы спровоцировать, воспользоваться ситуацией и раздражать друг друга, чтобы увидеть, как человек ревнует или проявляет чувства. Хорошо, если вы узнаете ваши отношения, давайте посмотрим, что этот человек чувствует к вам. Итак, мы здесь видим карту 3 кубков. Этот человек явно испытывает к вам сильные чувства. Все зависит от стадии отношений, но, скорее всего, этот человек вас действительно любит. У него есть к вам любовные чувства. Вообще, 3 кубков – это карта, опять же, показывающая 3, да, поэтому да. И опять же, на его чувства к вам есть попытки влияния и вмешивания в ваши отношения. Он нужен, этот человек или она, еще кому-то.
но при этом человек испытывает чувства именно к вам. Это сильное притяжение, это любовь или влюбленность. Все зависит от срока того, сколько вы общаетесь, да? Карта вообще показывает очень часто, что человек хотел бы жениться или выйти замуж за вас, да? И, соответственно, карта очень позитивная, хорошая. Вы у человека связаны с центром удовольствия, радости, счастья, вот всего самого хорошего. Ему нравится с вами проводить время, этому человеку хорошо рядом с вами. И ему нравится быть счастливыми вместе. То есть вот человек испытывает именно такие приятные эмоции по отношению к вам. Хорошо, что человек думает про ваши отношения? Что думает? И здесь мы видим карту четверка мечей. Четверка мечей показывает, что человек считает все обиды в прошлом, что идет момент затишья в плане именно негативных эмоций, что эмоции негативные отошли на второй план, а позитивные выходят на первый, и как-то вот такое состояние мира, примирения должно быть, улучшения отношений, совместного отдыха. И да, может быть, вы сейчас чуть-чуть, как будто ему кажется, более закрыты, чем раньше, но человек верит, что все можно исправить, и действительно, что между вами будет еще лучше. На самом деле этот человек сконцентрирован на этих отношениях и хочет о чем-то с вами очень откровенно разговаривать и даже поделиться своим прошлым. Ну или своими внутренними какими-то переживаниями. Каких человек хочет с вами отношений? Вот какие ему нужны с вами отношения? И здесь мы видим карту жрица. Вы знаете, человеку хочется загадки в отношениях. Вот есть такие, бывают, отношения, вот, которые стимулируют и ведут к развитию. Человеку хочется именно таких отношений с вами. Ему нужна сильная духовная связь, платонические чувства. И ему хочется, чтобы вы всегда были несколько загадкой для него или для нее, чтобы ему было что разгадывать. Человеку нужна постоянная интрига в отношениях, ему иначе будет очень скучно. Такой человек заинтересован в мистических отношениях. Отношения, какие созданы как будто бы на небесах, но в то же время это кармическая связь, и очень многие загадки связывают вас, а ему хочется все разгадывать и разгадывать. То есть человек как будто любовный детектив, да? И вот ему это нравится. Ему хочется необычных отношений. Ну и как продолжатся сейчас ваши отношения в ближайшем будущем, давайте узнаем. И мы здесь видим карту десятка мечей. Десятка мечей показывает, что один этап отношений заканчивается и начинается совершенно другой. Но, конечно, по этой карте есть риск и разрыва, поэтому давайте ее уточнять. Давайте уточним, чтобы четко понимать, о чем тут речь. Здесь мы видим карту башня. Башня показывает, что какие-то непредвиденные обстоятельства в скором времени рискуют оборвать отношения. Поэтому вам нужно быть очень осторожными с этими отношениями. Иначе они могут просто взять и рухнуть. Будьте внимательны, особенно к врагам. Потому что в раскладе мы видели, что кто-то вмешивается в отношения. И значит, есть риск того, что этот человек добьется своего. Давайте посмотрим совет, как себя вести, чтобы сохранить эти отношения. Королева кубков. Нужно проявлять нежность, любовь, доверие. Если вы женщина, нужно быть красивой и приятной. Если вы мужчина, нужно обихаживать женщину, дарить ей цветы, проявлять к ней внимание, любовь, заботу, иначе она просто уйдет. Помните о том, что каждый из нас, даже если очень сильно любит, может обижаться. Королева кубков показывает тактичность в отношениях. Вы можете сказануть так, что это доведет до башни. Понимаете, не оскорбляйте вашего партнера или партнершу. Можно оскорбить до глубины души настолько, что вы потеряете человека. Будьте внимательны. Карты не ставят на крест на ваших отношениях, но они предупреждают. Будьте бдительны.
Ведь вы рискуете из-за неосторожного слова потерять человека. Ну вот такой ответ по второй позиции. Просто будьте внимательны. А мы переходим к позиции номер 3. Как сейчас выглядят отношения? Вышла карта Король мечей. В отношениях явно сильный больше мужчина. Этот мужчина, даже если это вы, строгих правил, сам по себе весь правильный, лидер по натуре. И мужчина ведет отношения, и от мужчины очень зависят эти отношения. Если вы мужчина, вы должны проявлять инициативу, иначе отношения просто заглохнут, потому что женщина либо проявляет неправильную инициативу, либо не проявляет ее совсем, или не умеет проявлять себя. Если вы женщина, ждите инициативы от мужчины, и вообще он здесь главный, вы его не сможете подчинить, вы его не сможете подмять под себя. И у него очень жесткий характер, несгибаемый абсолютно. Но Король мечей очень верный человек. Если он влюбился по-настоящему, то допустил вас в свое пространство, доверяет вам, общается с вами, то вернее человека, чем он, вы не найдете. Хорошо. Давайте посмотрим, что этот человек чувствует к вам. И мы здесь видим 13-й аркан. Данный несгибаемый человек, особенно если это мужчина, в данный момент испытывает очень большой кризис в ваших отношениях. Буквально перелом. Отчаяние, страдание, боль, потеря. Вот какие чувства у этого человека. Если у этого человека что-то случилось помимо отношений в жизни, то сейчас это занимает все его чувства. И из-за этого, конечно же, вышел этот 13-й аркан. На самом деле, если вы расстались, очень сильный сигнал идет, что человек переживает это расставание, и ему больно и плохо, но он ни за что не покажет этого. Или она. Давайте посмотрим, что человек думает про ваши отношения. 9 жезлов. 9 жезлов показывает, что отношения принесли, скорее всего, много проблем этому человеку. И человек думает, что в отношениях что-то не смог либо отстоять, либо что если дальше настаивать, может быть, и можно отстоять, но это требует очень больших усилий, затраты энергии. Карта показывает, что сейчас человек огражден. Он защищает свое личное пространство либо от врагов, либо от вас. И ему очень плохо на душе. Но это сильный человек, и он знает, что он постепенно выберется из этого кризиса и преодолеет его. Каких человек хотел бы отношений с вами на данный момент? 7 кубков. Человек мечтает об отношениях романтичных с вами. Ему бы хотелось, чтобы вы говорили друг другу приятные слова, чтобы была любовная эйфория, как раньше. А она действительно у человека была. Человек хотел бы, чтобы это были отношения как будто бы в мечте. Чтобы люди обожали друг друга, чтобы они активировали друг друга, чтобы это была такая мощная влюбленность, как будто начинается в душе новая весна. Человек хочет также мистических отношений между вами, но немножечко человек запутался. И реальной картины отношений человек не видит. Продолжатся ли ваши отношения с этим человеком? Вышла карта Император. Все зависит здесь от мужчины. Также карта может показывать, что если вы женщина, в будущем у вас может быть другой мужчина. Яркий, интересный, настоящий император, настоящий руководитель или богач. Если же все-таки речь здесь идет об этом именно человеке, то это могут быть семейные отношения и очень прочные. Если вы женщина, мужчина может жениться на вас.
и вы спасете эти отношения, все будет хорошо. Либо будет вот другой для серьезных отношений. Если же вы мужчина, карта показывает явно действуй, добивайся. Если ты хочешь быть с женщиной, ты можешь быть с ней, но ты должен добиться своей цели, проявить инициативу, ухаживать, проявить ответственность и показать ей, что ты способен на серьезные, ответственные и хорошие отношения, да, когда ты защитник, когда ты опора. И, соответственно, если вы проявите себя, дорогой мужчина, то отношения заиграют новыми красками, и вы поженитесь и будете вместе. Но просто не покидайте свою женщину. Она и так в отчаянии. И она и так уже не знает, а что будет дальше. Ну, вот такой интересный ответ у нас по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.